морква, это овощи, сами солени, помидоры, огурцы своими личными руками. Здесь уже готовы к встрече Нового года. Разносолы для праздничного стола. Постояльцам, или, как здесь принято говорить, курсантам, приходится постигать азы самостоятельной жизни, даже в приготовлении пищи. Готовка на кухне – это одна из главных наших с вами задач – научить ребят готовить, потому что мы хотим их социализировать, чтобы ребята могли себе уже в будущем приготовить хотя бы легкую какую-то еду. Одни никогда не знали родителей, других бросили. Все прошли детский дом или интернаты. В центре оказались, чтобы научиться жить. Последние недели Данил корпит над кораблем для конкурса. Паруса алые, ведь парень нашел в центре свою любовь. Я подошел к ней первый раз. Вот она как раз на улице гуляла. Я к ней подошел, познакомился, потом уже начали так общаться. Уже 5 месяцев вместе. Творчество для этих ребят – важнейшая составляющая социальной адаптации. Одни ребята мастерят поделки из папье-маше, другие рисуют картинки, третьи плетут из бисера. Педагоги отмечают, чем ярче их поделки, тем легче идет процесс адаптации. А вот Оксане нравится шить, она мастерит наряды для куклы. Здесь я научился шитьем, куклу сделала уже пару минут. 1 месяц заняло. Я очень рада. Мне здесь все понравилось. В центре есть спортивный инвентарь, игротека с пинг-понгом, настольный футбол и хоккей. Ребята с ментальными расстройствами получают здесь всестороннее развитие и шанс на самостоятельную жизнь. Есть и семейная пара. Евгений и Тамара познакомились в центре, а теперь работают здесь волонтерами и помогают таким же, как и они. Учитывая то, что я жил в их сфере, и то, что я знаю дальнейших действий, допустим, соответственно, они уже более мне доверяют, и от того, что я живу в их сфере, они это понимают и доверяют мне больше. Они учатся ходить в магазин, покупать продукты, определять срок годности продуктов. Яркий пример – семейная пара, которая образовалась. Когда они поженились, у них появилась возможность приобрести жилье в ипотеку, они купили квартиру. И вот первый шок у них был, как оплатить коммунальные услуги. Был первое столкновение, мы поняли, что этому-то мы людей не учим. И, соответственно, сегодня наши все планы работы мы дорабатываем уже с учетом вот этой ситуации. За год помощь здесь получили почти 100 человек. У всех диагнозы – аутизм, ДЦП, ментальные расстройства. За 3 месяца их пытаются подготовить к самостоятельной жизни. Хотя это слишком короткий срок, признаются сами педагоги. И надеются, что и дальше их подопечным будут помогать неравнодушные люди. Тагир Валиди, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Зеленодольский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.